Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. И давайте посмотрим, какие планы он вынашивает по поводу вас, какие планы на вас строит. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, мысленно либо вслух обратитесь к нему, задайте свой вопрос. Так и спросите: какие планы у тебя на меня? Да? И давайте посмотрим, что покажет нам песочек. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересненько, очень-очень интересненько. Мужчина здесь серьезный вышел, такой, знаете, основательный, материалист. Материалист, вот для него денежка — это прям все. Это самая важная ценность в жизни. Знаете, как при деньгах я хоть куда, а без денег я никто. Вот, вся его жизнь держится именно на деньгах, на зарабатывании, на коллекционировании, на собирательстве этих денег. Да, вот имущество, что-то приобрести, прикупить, отложить. Да, вот такой вот основательный мужчина. С одной стороны, да, это хорошо. Не транжира — это уже хорошо. Но с другой стороны, вот здесь как-то немножко скупостью попахивает. Вы меня извините, но он у вас явно жадненький. Да? Денежку так и приханырил. Вот. Явно вы от него недополучаете красивых цветов, замечательных подарков, да, там, впечатлений, которые он бы мог вам давать. Да. Не хочет он на это тратиться, считает, что это ни к чему. Вот. Также, девочки, вот вижу, что он на вас смотрит горящими глазами, смотрит на то, что вы делаете. Вы явно, девушка, не промах, явно вы либо при деле, при своем, да, возможно, вы бизнес свой ведете, возможно, вы блогер, возможно, вы карьеру строите, да, вот он смотрит на вас и думает: какая молодец, вот и деньги сама умеет зарабатывать, и с головой у нее все хорошо. Вот видит вас действительно достойную пару себе. Вот ему кажется, что да, вот вы прям та самая, с кем он явно не пропадет, с кем у вас мысли сходятся. Возможно, вы тоже достаточно такой серьезный, прагматичный человек, куда попало деньги не тратите. Но с другой стороны, вижу, что вы добрая душа, вы широкая душа, да? Вы, возможно, там себе что-то не позволяете, но позволяете для своих близких. У вас нет вопроса там сэкономить на подарки для мамы, либо для ребенка, либо купить, что, как говорится, именинник, именинница заказывал. У вас такой дилеммы нет. Вы для своих все самое лучшее приобретаете. Вот на себе, да, можете немножко сэкономить, а вот на близких точно нет. И вот вижу, что вы, когда подарками обмениваетесь, ваши подарки всегда дороже, чем его подарки. Вот, ну кто обменивался подарками? Да, прижимистый мужчина. Вас он ценит, вас он видит действительно, ну вот как умная, самореализованная, независимая женщина. Вот, кстати, последнее ему очень не нравится. Ему бы очень хотелось, чтобы вы от него зависели. Прям очень. Но при этом, чтобы себе тоже могли заработать. Возможно, он желает, чтобы вы свои денежки заработанные ему отдавали, а он типа в этом общим бюджетом распоряжался. Вот хочется ему эту вашу независимость побороть. Ему хочется, чтобы вы как-то более от него были зависимы. Может быть, во всем его слушались, ему подчинялись, чтобы у вас не было собственного мнения, чтобы вы ему, знаете, как в рот заглядывали, либо как-то непререкаемо, да, непререкаемо его слушались.
Ну, этому не бывать, я сразу говорю. В принципе, такому не бывать. Вы не из той породы женщин, которая будет мужику в рот заглядывать. Нет, нет. Все ровно наоборот. И еще мне кажется, что этот мужчина вас до конца не понял. Да, вот он вас видит, вот внешние какие-то признаки, но не видит, что у вас внутри. Зато я вижу, зато песок это показал. Песок вас показывает просто нереальный. Вы, кстати, очень высокая фигура, у вас высокий интеллект, и у вас есть сила. Сила характера, сила как дар, да, с которым вы родились. Вы борец по жизни, борец без страха и укора. Не любите, когда что-то не по справедливости идет, да, когда сильные слабых обижают, когда там обман, какое-то мошенничество, вас прямо аж коробит, да, вы с этим боретесь. Вот. А мужчина на фоне вас гораздо меньшая фигурка. Меньше, наверное, IQ у него ниже, вернее, не меньше, а ниже IQ. Душа беднее у него, чем у вас. Но и никакой силы у него нет. Вообще ни силы характера, ни силы воли, ни дара, ничего у него нет. Прям такой простенький на фоне вас. Вот. Я вижу, что он ошибается. Он очень сильно ошибается по поводу вас. Он считает, что вас можно приручить, вас можно покорить. Но здесь показана картинка ровно наоборот. То есть какие бы планы он ни строил, как бы он там ни боролся с вашей независимостью, самостоятельностью, ему никогда не победить. И то, что он хочет для вас, чтобы вы были покорны и прям с рук у него ели, вот ровно случится с ним. Да? Он не замечает, как он становится от вас зависим. Он не замечает, как он зависим от вас, как от воздуха. Да? Он все больше и больше в вас нуждается, он все больше и больше с вами по каким-то вопросам консультируется. Он даже какими-то вашими выражениями начал говорить, да, вот тезисами, что-то вы такое сказали, он такой: о, красиво, да, надо запомнить. А потом, например, в своем кругу со своими знакомыми, либо на работе, он как бы выдает шедевры, но эти шедевры, они ваши. То есть говорит вашими словами. Знаете, сдается мне, что вы его судьба. И что бы он тут ни планировал, как бы он там не пытался самоутвердиться, либо вас к себе в карман посадить, этого никогда не будет. Вот как не суждено его планам по покорению вас исполниться, наоборот, это он вам покорится. Потому что, видите, да, ментально и энергетически вы гораздо больше, он гораздо меньше. Вы богаче, он беднее. Вы умнее, смотрите, какая у вас голова красивая, большая, а у него прям, пиптик какой-то, да. Это уже от природы невозможно. Это в принципе невозможно. Еще здесь показано, что будущее и судьба этого мужчины вот исключительно в ваших маленьких и прекрасных руках. Да? Он-то думает, что он сам себе хозяин жизни, еще и вашим хозяином может быть, а все уже складывается ровно наоборот. Ровно наоборот. И знаете, еще так показано, что судьба вас в пару свела не просто так, а для того, чтобы этого мужчину немножко привести в чувство, чтобы сбить эту ненужную спесь. Чтобы, знаете, вот как лук, да? У него это кожура, и вот ее, когда чистишь, снимаешь там несколько слоев. Так что, девочки, вам еще придется над ним поработать. И здесь не все так просто. Мужчина должен раскрыться благодаря вам, мужчина должен поменяться. Из жадного, прижимистого он должен стать нормальным, объективным, адекватным. То есть вы ему даже как пример свой должны показать. Либо даже какой-то момент будет как поставлен ультиматум, да? Либо ты меняешься и будешь таким, как не надо, либо мы с тобой прощаемся. К этому моменту этот мужчина уже без вас жить не сможет. Конечно, он будет меняться, чтобы вам угодить, чтобы вы от него не отвернулись. Вот он не замечает, как вы превращаетесь для него в самого ценного и дорогого человека в жизни, в мире, в жизни, во Вселенной, в галактике. Вот. Он считает, что все ровно наоборот, либо его планы ровно наоборот. Сам себя переиграл, да, так можно сказать. Он от вас больше зависим, чем вы от него. И эта тенденция, она только лишь будет нарастать. Но никогда будет ровно наоборот, да, никогда вы от него зависимы не будете. Вот чего бы это ни касалось, никогда вы не будете зависимы. Вы даже как-то отношения с ним воспринимаете более, не могу сказать, что прохладно, скорее более объективно.
Да? Вы не ждете от него каких-то фантастических вещей, вы не летаете в розовых облаках, вы видите его таким, какой он есть. А он вас не видит такой, какая вы есть. Вы для него как закрытая книга, понимаете? Он судит вас по обложке, по внешним данным, по каким-то вашим проявлениям. Но не более того. Вы еще не раз его удивите, вы еще не раз с него корону собьете. И он будет не против. Наоборот, он будет этому очень рад. Видите, вот он стоит, а вот она корона лежит. Ради вас, девочки, он лишится этой короны, причем по собственному желанию. Ну, конечно, пару раз вы собьете, потом он поймет, что негоже при вас корону одевать, и вот ее рядышком с собой положит. Ну, конечно, будет и вам предлагать, но вы не захотите, вам корона ни к чему. Вы сама по себе королева, зачем вам еще какая-то корона? Вот видите, рядом с ним лежит эта корона. Ну что, вам не самый худший мужчина достался, да, работы у вас еще много по поводу этого мужчины, но вы идете правильным путем, мои хорошие. Ну и также вижу, что вы в нем что-то чувствуете, как какой-то потенциал, возможно, ваш дар, ваша интуиция вам подсказывает, что этот мужчина в правильных руках действительно станет достойным, да, многого добьется. Может, там мир украсит собой, либо своими действиями. Вот вы прям чувствуете, что у него потенциал, и этот потенциал еще не раскрыт. А вы ему помогаете в этом, либо станете помогать в будущем. Не бойтесь конкуренции, не бойтесь каких-то других женщин. Вы вне конкуренции. Ни одна другая с вами не сравнится. Для этого мужчины это уже факт. Ни одна другая не сможет вас заменить. Даже близко к вам не сможет подойти. Вот еще раз говорю, он все больше и больше в вас влюбляется, он пока не дает себе в этом отчет. Но он уже без вас не может, а вы без него можете. Вот видите, какая фишка произошла. Ну ничего, время, конечно, все расставит на свои места. И вы друг другу для чего-то нужны. Там у судьбы, видите, какой этот лабиринт показан. Вы друг другу для чего-то нужны. Но это откроется вам именно в будущем, когда вы уже соединитесь, объединитесь, будете единой, как команда, единой семьей. Вот тогда этот лабиринт перед вами раскроется. Он вам что-то должен, и вы ему что-то должны. Ну, вы, понятно, да, вы должны его сделать нормальным человеком. А вот что он вам должен, я не могу сказать. Я этого не вижу. Это еще скрыто от нас. Кстати, еще показано, что какие-то женщины с вашей стороны против него, ну, либо он им очень не нравится. И могу сказать, что это взаимно. Да? Эти женщины не нравятся вашему мужчине. Вот. Не надо насильно их сводить с друг другом, чтобы они общались, там, лучше узнавали друг друга. Это не к чему. Чем дальше они друг от друга находятся, тем будет спокойнее вам. Тем меньше будет каких-то ссор, скандалов, да, либо какого-то неприязненного отношения. Как стерпится, слюбится, ничего, пройдет. В центре нам показывают картинку, когда вот она, вы красивая, в красивом платье, мужчина вам руку целует и букет дает. То есть я так понимаю, что этот мужчина, он будет делать вам предложение, пока он этого не планирует, либо он планирует это избегать. Но тут буквально вот как 2 недели, 2 месяца у мужчины аж подгорать будет, и он прям прибежит, будет делать вам предложение, девчонки. Съехаться, пожениться, у каждой будет по-своему, но вот он вам будет делать предложение. Сейчас он мечтает этого избежать, либо оттянуть этот момент как можно дальше, но именно он будет инициировать, и именно он будет настаивать. И вы такая, все равно, да, либо я не спешу. А он такой, не-не-не, мы должны жить вместе, нет, мы должны расписаться, да, прям будет очень настаивать. Потому что страшно будет, что вас потеряют, что вас кто-то другой, более достойный заберет. Видите, как бы деньги сильно он не любил, все равно вы для него самая дорогая ценность, либо вы важнее всех его денег. Вот как-то так мне уже идет. Хотя, еще раз говорю, он себе еще в этом отчет не отдает. Еще какой-то характер у него такой, знаете, вот прям гадости умеет, любит говорить. А может, случайно это у него происходит. Вот. И вас это иногда так охлаждает в плане отношений с ним. Но, девочки, с этим тоже можно и нужно бороться. И я думаю, что у вас получится. Вот у него душа, видите, как эта прекрасная птица рвется к вам. Вот у него душа. Здесь у нас успех. Но душа не к успеху рвется, а именно к вам, к любви рвется.
Ой, что бы он там ни планировал, поверьте, все будет по-вашему, девочки. Все его планы, ну, им не суждено реализоваться. Но в этих отношениях именно вы главное. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.